Команда «Робот Витязь», номер 4, Даниил Шибаев. Номер 7, Надежда Качук. Номер 8, Иван Витальевич. Номер 9, Вячеслав Филипп. Номер 11, Константин Сачук. Номер 12, Алексей Кучан. Номер 14, капитан команды Виктор Овсетян. Номер 17, Илья Маланевич. Номер 18, Денис Севаский. Номер 21, Марсель Овсетян. Номер 33, Руслан Тищейко. Номер 34, Никита Бородин. Главный тренер, мастер спорта Руслан Бадаков. Старший тренер Сергей Попов. Тренер команды Александр Дмитриев. Встречу Шулер. Арбитр ФИБА Петр Ивашков. Судья высшей национальной категории Владимир Дубровский. Оба места. Арбитр ФИБА Александр Барай, Солигорск. Комиссар встречи Владимир Филиппов, высшей национальной категории Минск. Звучит гимн Республики Беларусь. Дорогие друзья, уважаемые болельщики, сегодня в поле, где осуществляется продажа входных билетов, проходит голосование на лучшего игрока Кубка. Каждый из нас может подойти и оставить свой голос за понравившегося вам игрока. В поле, где осуществляется продажа билетов, вы можете проголосовать за самого лучшего игрока турнира по вашему мнению. Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на баскетбольном матче. Начинаем нашу трансляцию. Рада всех ощущать в эфире. Надеюсь, что вы уже подключились. В 13:00 стартует первый матч сегодняшнего дня мужского кубка Республики Беларусь среди мужских команд. 24-й кубок. И именно сегодня решится судьба всех медалей. Конкретно в этом матче между командами Гродно 93 и Рубон будет разыграна бронзовая медаль. С вами буду сегодня я, Ирина Жилач, и надеюсь, настроение сегодня у игроков соответствует тому статусу матча. Видела по разминке, что команды находятся в тонусе, готовятся к игре. На самом деле тренеры обеих команд, и Байдаков, и Дмитрий Кузьмин, в предматчевых интервью перед стартом всего Кубка не скрывали именно своих амбиций на матч за бронзовые медали. По-разному вчера для команд складывались их матчи в полуфинальных парах.
Но именно к сегодняшнему дню они подошли с прицелом на то, чтобы взойти на пьедестал. Поэтому я уверена, что эта игра будет интересной. И вот буквально последние минуты команды проводят со своими тренерами. И первые пятерки сейчас появятся на паркете. Вчера Гродно играли против Цмоков. Матч был проигран со счетом 57-86. Но на самом деле первая половина матча очень высоко здесь была оценена и тем баскетбольным истеблишментом, который присутствовал, с теми, с кем поговорила. Действительно, 20 минут Гродно поддерживали и темп, и по счету соответствовали уровню Цмоков, и это не могло не радовать. Но на все 40 минут команды, к сожалению, не хватило. Как бы то ни было, тренер поблагодарил своих игроков за вот как раз эти 20 минут. Ну а в дальнейшем дал поиграть молодежи, выпустил всех игроков и сэкономил силы команды для сегодняшнего матча. Основных игроков, на которые он опирается в игре. Ну что ж, звучит свисток. Арбитры вводят мяч в игру. Матч за бронзу стартовал. Смотрите, большой сразу пас, достаточно такой рискованный. Вот Эрнеста Ткачука, Полоневич взлетал, чтобы его принять, но, к сожалению, мяч в аут ушел. Борис Пен вчера победил Рубон со счетом 102-73. У Рубона, конечно, тоже были вопросы с тем, что противопоставить Борис Фену, который не скрывал как раз своих амбиций на то, чтобы не только побороться за выход в финал, но и за то, чтобы лишить гегемонии, многолетней гегемонии Цмоки во владении кубком, потому что с 2009 года кубок остается в руках одного клуба. Отмечу в составе Рубона вчера Руслана Пищейко. Он 21 очко забил в течение матча. Здорово смотрелся на позиции третьего номера, при том, что его антропометрия, возможно, и не соответствует именно этой позиции. Но 21 очко против Борис Фена, против ведущего клуба страны, я считаю, что это более чем достойный результат. Сейчас как раз, видите, Руслан обороняется против Ивана Каляева. Забивает сейчас Гродно. Потупчик Егор отправляет мяч в кольцо. Была возможность у Эрнеста атаковать, но не рискнул в самом начале атаки отправлять мяч в сторону кольца. Прорывается Ткачук к кольцу. Непробивной будет фол. Пятому номеру Максиму Мирошниченко дается фол в защите. Кстати, именно усилиями Мирошниченко вчера в первые 20 минут Гродно и сохраняла претензии на победу, по крайней мере, в первой половине. Действительно, разыгрывающий вчера задавал и темп, и скорость, и особенно характер игры, боролся за абсолютно, казалось бы, не берущиеся мячи. Сейчас Максим атакует из-за дуги, не точно. Но первый на подборе капитан команды Каляев. Прошу прощения, капитан команды Павел Карасевич. Каляев сейчас забивает, и Рубон начинает свою атаку. Илья Полоневич вчера был вторым опорным игроком, приносящим очки, и хорошо Илья отработал также и в защите. 11 очков принес он своей команде. Каляев издали. Ткачук подбирает. Ну, не поддержали партнеры, не было предложения на входе, но зато развитие атаки получилось другим. Из-за 3 очков атаковал Виктор Овсепян, и 5-3 счет в пользу Рубона. Ну вот, общаясь вчера со специалистами из баскетбола, все сошлись во мнении, что именно матч за бронзу может стать наиболее интересным в этих баталиях кубковых, которые проходят здесь в спортивном комплексе «Олимпиец» в Могилеве. Замена у Рубона. Пищейко Руслан отправляется отдохнуть. На его место появляется Константин Сосук. Если кто-то вчера наблюдал за играми, видели, что Константин получил такое существенное повреждение, но сегодня в строю, все в порядке, продолжает игру.
Андрей Наводчик исполняет штрафные. Андрей Наводчик. 6-3. Хорошее взаимодействие получилось между Эрнестом Ткачуком и Марселем Овсепяном. Хорошо через заслон освободился Овсепян и чистый выход на кольцо без сопротивления. Ну и вот такая невынужденная ошибка у Егора Потопчика. Кстати, когда сравнивала протоколы игровые двух команд, случилось даже какое-то дежавю. Проверила, не один ли тот же протокол я смотрю, потому что по нескольким показателям абсолютно совпали цифры. Например, и Гродно, и Рубон во вчерашних матчах совершили равное число ошибок, 23. Кстати, оно достаточно высоко для уровня кубка. Команды все-таки много ошибались, но, может быть, сказывалось и волнение, и приходилось в начале матча, по крайней мере, и той, и другой команде использовать основные силы. Хотя, как уже говорила, претензии все-таки больше вот на этот матч за бронзу. Далее, по подборам. 39 подборов и у одной, и у другой команды. И, например, по штрафным броскам абсолютно равный процент, 66,7. Посмотрим. Может быть, сегодня вот как раз, учитывая равность показателей, для команд будет хороший вызов продемонстрировать. И, например, уже совершив меньшее число ошибок, будет, наверное, больше шансов победить в этом матче. Хороший пас по Топчику, не сразу обработал его Егор, но очень вовремя он оказался в зоне, просчитал, что Каляев будет, наверное, посматривать на центр зоны, будет ли кто-то там из партнеров, и Потопчик забивает 2 очка. Здесь неудачная атака у Рубона, и быстрый ответ с дистанции Наводчик из угла забивает 2 очка. Ну что ж, определенные трудности есть сейчас у Рубона. Нужно отвечать очками. 12-5. Хорошую ситуацию создал Ткачук для Марселя Овсепяна, но, к сожалению, Марсель не воспользовался моментом. Дальний бросок от Полоневича не достигает цели. И еще одна нереализованная возможность для атаки в исполнении Рубона. Ну а здесь, видим, Мирошниченко атакует из угла и добивается успеха. Тайм-аут. Тайм-аут берет тренер Рубона Байдаков. Понятно, конечно, нужно пообщаться с подопечными, потому что дела сейчас складываются не лучшим образом. Дорогие друзья, болельщикам на трибунах может быть не так много, но все же есть. Предлагаю каждому из вас зарядить спортсменов на хорошую игру, дать немножко энергии, друзья. Поддержим команды! Возвратились команды на площадку. Добавлю еще, что у этой дуэли между командами есть еще и прошлогодняя история. В прошлом году Рубон был обладателем 3-го места, Гродно остались 4-ми. И, конечно, у команды есть большое желание вернуться на пьедестал, лишить Рубон звания бронзового призера Кубка. И это, естественно, дополнительная мотивация. Ну и, в свою очередь, Рубон наверняка хочет защитить титул. Сейчас дальний бросок Севацкого не достигает цели, но Рубон сохраняет мяч. Смотрим, что именно за нарушение. Техническое замечание получает игрок Гродно. И
один штрафной будет сейчас пробивать Эрнесто Сацук, и владение останется у Рубона. Не забивает Эрнесто. Кстати, вчера в таком игровом запале Ткачук получил технический фол, а в довесок к нему прилетел еще и технический фол. Это все привело к удалению Ткачука с площадки, и это было названо Байдаковым одной из причин, что у Рубона пошла игра на спад, потому что все-таки Ткачук является основным разыгрывающим Рубона. Его отсутствие сказалось, несомненно, на игре команды. Но сегодня все игроки в составе, в строю. Я думаю, что Рубон готовился непосредственно к этому матчу. Байдаков также говорил, что хорошо провели предматчевую подготовку. С 16 декабря уже закончились игры в мужском чемпионате. Хороший выход Сивацкого. И Сацук здесь хороший отдал ассист. Очень неплохая динамичная атака в исполнении Рубона. Ну и наконец-то разморожена цифра в 5 очков. 15-7. Потеря. Здесь Макс Сазонов не смог овладеть мячом без нарушения пробежки, получил пробежку, и у Рубона есть возможность еще больше подобраться по счету. Пока же -8 у команды. Алексей Качан с мячом. Константин Сацук продавливал Сазонова, наградил его нарушением защиты. Будет Константин пробивать штрафные броски. Говорила в вчерашнем репортаже, что Сацук сейчас является лидером, если брать в расчет национальный чемпионат, лидером по результативности в команде. Во вчерашнем матче забил он 8 очков, но уже говорила, что было у него достаточно такое неприятное повреждение. Константин Сацук. Забивает Константин первый бросок. Константин Также Сацук. точен он во второй попытке, и Гродно начинает свою атаку. 15-9 за 4 минуты до конца первой четверти. Аккуратник против Сацука, но на одном месте пока атака у Гродно развивается. Но хороший выход под 45, освободился наводчик, и Андрей забивает 3 очка. 19-8. Сацук из угла, но сам оказался первым на подборе. Остается мяч у Рубона. Однако чуть-чуть случилась потеря, и Виктор Овсепян из угла здесь на подборе отработал и аккуратненько владел мячом, но Виктор Овсепян просто подкараулил разворачивающего игрока, обокрал, забил 2 очка, и 11-18 с таким счетом команды отправляются на очередной тайм-аут. Дорогие друзья, уважаемые болельщики, напоминаю вам, что на поле, где происходит реализация билетов, можно проголосовать за лучшего игрока Кубка Беларуси. Каждый из вас может сделать это, подойдя, просто написав имя игрока, который вам запомнился больше всего. Друзья, момент баскетбола. Гродно начинает свою атаку. Кстати, сегодня в матче большой долей вероятности не примут участие 2 игрока. Это Максим Шустов и капитан команды Павел Карасевич. Получили они вчера повреждения, и не сможет Дмитрий Кузьмин сегодня их использовать, если уже по игре не будет какой-то крайней необходимости.
Пока же видим, что Гродно справляется без своих лидеров. Говорила вчера, что Шутов вышел в своей команде на первое место по средненабранным очкам за матч. Ну а, конечно, польза Павла Карасевича также постоянная в каждом матче, добытые очки, и в защите подборы, конечно, эти потери существенные, но хорошая возможность для Рубона меньше сопротивления встретить от Гродно, но набор исполнителей в Гродно действительно в этом сезоне очень неплохой, и команда была на подъеме, потому что если брать в расчет чемпионат в декабре, проведенные матчи, то Гродно очень хорошо смотрелись, и есть у них в активе и победа над Борисфеном. Поэтому Рубону, конечно, будет сложно, но видим, что сейчас в защите очень хорошо защищался Рубон. Отстояли без фола. Хорошая командная работа, и сейчас Руслан Пищейко вводит мяч в игру. Даниил Шибаев будет организовывать атаку. На мой взгляд, Шибаев очень неплохо стартовал в чемпионате Беларуси. Он уже был заявлен в команду, играл в финале 4. И немного сейчас его игра поблекла. Не могу назвать причины, но впереди еще основная часть чемпионата. Ну и вот в этих матчах сегодня принципиальнейшая игра. Я думаю, что Даниил должен помочь своей команде. На площадке появляется вместо Андрея Наводчика Тимур Дрюков, 3-й номер. Ну а Константин Сацук готовится исполнять штрафные броски. 5 командных фолов уже набраны гродненской командой. У Рубона пока 3 общекомандных замечания. Промахивается сейчас Сацук, но на подборе Сивацкий. И неплохой крюк был в исполнении Дениса, но немного не хватило движения, руки не забивает. А здесь Сацук останавливает прорывающегося к кольцу Куратника, и также будут пробиваться штрафные. Для Сацука это первый фол, но для команды уже 4-й командный фол. Ошибка Куратника при получении мяча. Ну и вот здесь сэкономили силы игроки Рубона. Можно спокойно отправляться в нападение и еще больше подсократить разницу. 12-18 сейчас. 2 минуты остается сыграть в первой четверти. Плотная опека Шибаева, но получается у него освободиться от Швакеля. Помог Каляев своему партнеру. Качан отлично поднял, отправил в полет Потупчика. И было бы, конечно, очень эффектно, если бы он сейчас забил этот трехочковый бросок. Гродно в атаке. Швакель. Дрюков один, да, атакует. Тимур не забивает. Будет ли быстрая атака? Набирает ход Пищейко. Были рубоновцы на подборе, но мяч свалился на другую сторону, там, где некому было побороться за отскок. Быстрый обмен сейчас атаками произошел. Куратник против Сацука. Так, не совсем подготовленная атака. Сейчас кто больше проявит вот осмысленности. Ну, здесь, в принципе, достаточно Рубону просто обострять, что и сделал сейчас Шибаев, имея в активе 5 командных фолов. Гродно постоянно нарывается на штрафные броски. Сейчас будет их исполнять Шибаев. И, в принципе, вот таким простым образом Рубон и может набирать очки в эту оставшуюся минуту матча. Даниил точен. Второй бросок также достигает цели. 14-18. Но вот к концу первой четверти подобрались на минус 4 игроки Рубона. Иван Каляев против Пищейко. Фактически Руслан был им обыгран, но не
смог занести в кольцо Каляев этот мяч. Уходит Иван с площадки, Андрей Навойчик возвращается в игру. 44 секунды. Посмотрим, сколько времени использует на атаку Рубон. Я думаю, постараются использовать максимум, чтобы как можно меньше времени осталось на ответ у Гродно. Хорошо, Полоневич ворвался, но, к сожалению, потеря мяча. Ну, теперь необходимо отстоять в защите, и останутся еще секунды на ответную атаку. Круг с мячом. Григорий вчера неплохо вошел в игру. В той части матча, когда уже Кузьмин, главный тренер Гродно, давал поиграть всей скамейки и отметился и очками, и хорошей игрой в нападении. Навойчик сейчас воспользовался тем, что Пищейко позволил ему пойти в центр. Естественно, не оставалось другого уже варианта, как останавливать его на подходе к кольцу. И теперь Рубон в той же ситуации, что и Гродно, 5 командных фолов, и поэтому, естественно, Навойчик отправляется пробивать штрафные. Промахивается Андрей в первой попытке. Второй мяч, так, после некоторых сомнений, все-таки приземляется в кольцо. Последняя секунда первой четверти. Атака произведена, но мяч пролетает, даже не задев кольцо. 14-19. 2 минуты у команд есть на то, чтобы немного восстановиться. И в скорости ждем их снова на площадке. Не переключайтесь. Продолжим смотреть за этой игрой. Друзья, если немножко у нас времени уже по традиции, давайте разыграем буквально несколько подарков от Белорусской Федерации баскетбола. Начнем с сектора номер 5. По традиции, самый шумный болельщик получает подарок. Сектор номер 5, пошумим немножко. Вот так, ближе. Самый шумный. Самый шумный, лови. Здесь было самый шумный. Вот он мальчик самый шумный, да? А он вообще пришел не знает всегда. Просто папа привел. И давайте сектор номер 2. Сектор номер 2. Есть шумные болельщики. 1. Вот самый маленький, с большой бородой. Команды возвратились на паркет. Сазонов вводит мяч в игру. И Владислав Швакель с мячом. По набранным очкам Мирошниченко у Гродно имеет 5 очков. Он лидер в своей команде. И также по 5 у Виктора Овсепяна у Виктора Овсепяна 5. И у остальных игроков в пределах 2-3 очков, но пока только первая четверть за спиной у команд. Илья Полоневич не освободился после заслона, который сделал Овсепян. Попытка броска. Может быть, в расчете, что получится фол. Бросал Швакель, поднялась, если вы видели этот момент, вся скамейка, провожали этот мяч. И видно, вот флюиды команды подействовали на траекторию, и этот мяч все-таки приземлился в кольцо. Быстрый ответ от Рубона, 22-14. Но интересная химия, общекомандное взаимодействие. Радует, что настолько скамейка вовлечена в игру и присутствует в каждом моменте. Снова Швакель с мячом. Прорывается он из-под Шибаева, не забивает. Есть преимущество в атаке, -1, потому что Швакель последний сейчас набегает в оборону. Ну и здесь не получился сейчас обыгрыш у Сацука. Возвращается Гродно
кольцу противника. Дрюков на Крука. Ну, есть проблемы с подбором сейчас у Рубона. Не поставлена спина снова. Владение отскоком гродненцами. И свободный наводчик пробивает. Но сейчас мяч не попадает в кольцо, а перед этим были набраны очки наводчиком. 2 трехочковых броска он уже реализовал. 7 очков в активе у Андрея по итогам первой четверти. Ткачук сейчас, Ткачук с мячом. Виктор Овсепян. Не так заметен пока Пищейко на площадке. Хороший сейчас комбинационный баскетбол в исполнении Рубона. Освободили Овсепяна, забил он. Круг здорово сейчас ускорился на шагах. С обманом своего защитника увел и из-под большого забивает Григорий. Ткачук не без труда, но доставляет мяч до Марселя Овсепяна. Промахивается 21 номер. Круг снова разгоняет атаку Гродно. Заметно он ускоряет игру синих. Здесь Ткачук вынуждает нарушить правила на нем. И третий фол у Сазонова. Тимур Дрюков отправляется отдохнуть. Наводчик возвращается на площадку. Посмотрим сейчас, как Швакель будет опекать Ткачука. Знаем его по его цепкости, нацеленности в отбор мяча. Но справляется Ткачук с тем, чтобы доставить мяч до партнеров. И здесь Полоневич ошибается. В общем-то, в таком моменте ответственность, конечно, лежит на дающем мяч. Крюк отлично создал ситуацию для наводчика, вывел на бросок. Андрей не забивает. Тут, несомненно, конечно, пробежка при владении мячом у Пищейко. Возвращается на площадку Максим Мирошниченко. Швакель отправляется отдохнуть. Мирошниченко, несмотря на свою роль основного разыгрывающего, является сейчас лидером Гродно по набранным очкам в чемпионате. Здорово смотрится украинец в команде. Хорошо вписался в командное взаимодействие и приносит большую пользу. Есть украинский представитель и у Рубона. Это 7-й номер, как уже говорила, Эрнест Ткачук. Очень интересный игрок с хорошей школой, это видно. Но пока он вот так место свое еще не определил, не занял. Тем временем Сазонов Максим, которого оставили абсолютно одного на правом краю, забивает. Трехочковый бросок, 27-18. Снова отрывается Гродно от Рубона по счету. Ну вот несколько таких ошибок привели к такой ситуации, но сейчас продавливает Каляева Овсепян, забирает хорошие 2 рабочие очка. Смотрите, насколько сейчас снова Круг на острие атаки. Сейчас сам завершал свой быстрый спурт под кольцо и будет добавленным своим 2 очкам пробивать еще один штрафной. Тайм-аут для команд и небольшая пауза, минута.
промахивается, исполняя свой дополнительный штрафной бросок. Сейчас ускоряется в этом эпизоде Ткачук. «19 секунд на атаку у Рубона. Взаимодействие с Марселем. И здесь Пищейко, стянув на себя двух защитников, грамотно отдал пас на свободного Овсепяна, и Марсель здесь уже беспрепятственно забивает мяч в кольцо. 22-29, 5:30 сыграть еще командам во второй четверти. Нарушение правил. Нападение при постановке заслона. Ну а здесь на повторе видите, как Пищейко из-под двух смог освободить для броска Марселя, и хорошая атака в исполнении Рубона. Прорывается Сацук, заходит под троих. И никто из партнеров не поддержал эту индивидуальную атаку, нет подбора. Сазонов атакует из угла. Видим, что все в порядке с точностью у Макса и с одной, и с другой стороны площадки. Обстрелял он периметр Рубона. Здесь верное, правильное решение у Ткачука. Полностью один остался. Забивает Эрнеста. Я думаю, что придаст это ему в дальнейшем уверенности. Ну а здесь Круг в своей манере прорывался к кольцу, и Алексей Качан пошел на нарушение, чтобы остановить. Ну, на самом деле правильно, потому что за его спиной не оставалось уже никого. И хорошую работу проделал Круг, отправляется отдохнуть. Вместо него на площадку возвратился Егор Потупчик. Попытка бэкдора от Мирошниченко. Не стал рисковать, он продолжает движение. 11 секунд на атаку будет сейчас Гродно. Я думаю, сейчас основная задача Рубона — это прикрыть Сазонова. А в этом эпизоде опять Максима оставили одного в углу площадки. Но сейчас игра была сосредоточена в центре краски. Шибаев нарушает правила. Снова 14 секунд на атаку у Гродно, так как было нарушено правило игры в защите. Зоной обороняется сейчас Рубон. И сработал этот тип защиты. Но здесь никто не мешал Шибаеву. Споткнулся игрок. И жаль, конечно, усилий команды, которая отработала сейчас два цикла в нападении в защите против Гродно. И мяч покидает площадку. Снова в атаке Гродно. Снова нужно отработать в защите, чтобы сыграть нападение. Оставили одного Мирошниченко. Не забивает Максим, но посмотрим, здесь обошлось без столкновений, падений. Наводчик на Потупчика. Динамичная атака, вход Егора и хороший пас ему от наводчика. 25-34 в атаке Рубон. Очень большие сомнения были по тому, как летел мяч. Мне кажется, у самого Даниила, но тем не менее мяч оказывается в кольце. 28-34. Сазонов. Наводчик из угла площадки. Промахивается Андрей. Ну, нет особой скорости у Рубона. За исключением Пищейко никого впереди не было. Снова свободный бросок от Ткачука. И вторая подряд атака, второй точный бросок издали. И на счете 31-34 снова тайм-аут берут команды. Очень плотный, качественный отрезок игры. Я думаю, что вы получаете удовольствие от матча. Продолжаем смотреть.
команды возвратились. Ну что ж, воспрял Рубон, это заметно. Несколько атак из-под кольца, 2 дальних попадания в исполнении Ткачука. И мы видим, что по счету все очень приемлемо для Рубона. Не знаю, все ли идет по плану для команды Гродно. Я думаю, что Рубон для них принципиальный соперник, и они готовились без всяких скидок на значимость соперника для них. И по игре, ну, для болельщиков, для нас, конечно, здорово вот этот отрезок матча смотрится. 2 минуты 59 секунд остается сыграть до большого перерыва. Смотрим сейчас за атакой Гродно. По-прежнему зоной защиты обороняется Гродно. Ой, простите, Рубон, несмотря на то, что уже были попадания с периметра, и Гродно в этом силен, есть снайперы в команде. Шибаев обостряет в центр. Возвратился мяч на периметр. Замерла атака у Рубона. И, в общем-то, тают секунды. Виктор Овсепян издали. Но Марсель подработал мяч, отправленный в сторону кольца братом. Здесь просто сыграли Овсепяны наилучшим образом. И 33-34, -1. Гродно нужно чем-то отвечать. Дрюков решается на атаку с дистанции. Не точно, но Гродно подбирает. Ну и здесь Каляев разобрался с этой атакой, забивает издали. Сацук решается на дальний бросок. И, в общем-то, не знаю, было ли это верным решением. Тот же Каляев атакует с другой стороны. Не удается Виктору Овсепяну обработать этот мяч. И в нападении по-прежнему мяч останется у Гродно. Круг атаковал из угла. Близок был к тому, чтобы и подбор оставить за собой. Ну что ж, нужна осмысленная, выверенная атака Рубону обязательно вот именно сейчас. Шибаев сам злоупотребил дриблингом, оставил свою команду без атаки. Каляев выиграл позиционно при получении мяча, но действительно сложно технически было вот из такой ситуации забить. Я думаю, принимал решение, с какой стороны кольца атаковать. И не забивает Иван. По 4 командных фола у каждой из команд. Каждое следующее нарушение станет уже пробиваемым. По 2 штрафных. Снова Шибаев с мячом. Сацук. Но нет особого движения в атаке у Рубона. Полоневич через центр. И пока менял, раздумывал, в какую сторону продолжить свою атаку, совершил пронос мяча. Не осталось это незамеченным судьями. И снова Рубон лишается права владения в нападении. 33-37, 57 секунд остается сыграть в этой четверти. Я думаю, каждая из команд хотела бы закончить четверть результативно, чтобы на позитиве отправиться на большой перерыв. Дрюков из угла не точно. Успевает Марсель Овсепяну убрать, простите, нет, это Виктору убрать руки, чтобы не прикоснуться к мячу, позволяет ему улететь в аут. Ну что ж, здесь сейчас будет зависеть от игровой дисциплины. Нужна атака, но не лучшим образом сейчас Марсель Овсепян распорядиться мячом. Такой сложный был замысел. Тем более Полоневич не в такой уж выгодной ситуации находился под кольцом, чтобы отправлять туда мяч. 11 секунд на атаку. Шибаев пытается пройти Мирошниченко. Тот просто освобождает его от мяча. Без фола справляется здесь Макс на отлично в защите против своего визави.
И здесь, я думаю, Гродно будет максимально закрывать этот временной отрезок, чтобы не оставить неудел Рубон уже в нападении. Атаковал Потупчик без фола, но секунды закончились. 33-37. С таким счетом команды отправляются на большой перерыв. Смазал концовку все-таки Рубон, не смог результативно атаковать, но по игре, по накалу матча все в порядке. И ждем возвращения команд, ждем, как они стартуют в третьей четверти. Поэтому после паузы прошу вас, возвращайтесь и посмотрим за продолжением поединка. Так, друзья, ну по традиции мы сейчас разыграем немножко подарков от Белорусской Федерации баскетбола. Напомню, что вход на паркет только в сменной обуви или в носках. Что будет происходить? Степ-бай-степ мы будем приближаться к кольцу. Сначала все по очереди бросят с центра. Кто-то попал, получает главный приз. Потом ближе, попал, получает следующий приз. И так пока мы разыграем все подарки. Все желающие приближаются не более, давайте не более 10 человек. Сменная обувь, либо маска. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все? И самое маленькое освещение. Хорошо, начнем. Пожалуйста, давайте по очереди, поехали. Есть. Следующий. Можно второй вопрос, чтобы вы знали, кто будет слушать. Рядом. Нормально. Ребята, я думаю, у вас силы не хватит набросить, я не ошибаюсь. Ну ладно, проверим. Хорошо, давайте на шаг ближе. Подходим на шаг ближе. Вот с этой линии, вот с этой, да. Неплохо. Есть повод проходить. Давайте подходим быстрее, у нас не так много времени. Тоже неплохо.
Максим, напряженная первая половина матча. Стала ли игра Рубона сюрпризом? Все ли идет по плану? Но мы готовились к этой игре, как понимаете, за третье место все-таки должны бороться. Понимали, что игру не отдадут так просто. И тем более у нас травмированы 2 человека. Мы не можем показать то, что мы должны. Поэтому не сюрприз. Распались какие-то командные вот связи, приходится восстанавливаться прямо вот по ходу матча. Ну, не сказать, что все распалось, но есть нюансы, которые не готовы, к которым мы были. Хорошо, спасибо за комментарий. Желаю провести хорошо вторую оставшуюся часть матча и удачи. Вторым нашим собеседником в большом перерыве ставит Сергей Махань, тренер Рубона. Скажите, пожалуйста, совершенно незаметен Руслан Пищейко. Что случилось с лидером сегодня в матче? Ну, я бы не сказал, только Руслан не заметен. По статистике сегодня провалились наши вторые и третьи номера. На данный момент и
и Леша Качан, и Константин Сацук, и Илья Полоневич, наверное, в большей степени незаметны. Ну, а Руслан, я считаю, наверное, все-таки выдал хорошую игру, которая была вчера, да, там свои 20 очков он, наверное, положил. И про это мы говорили вчера, чтобы хоть немножко что-то оставил на сегодня. Но не получилось, наверное. Молодой игрок, я думаю, он научится использовать свой потенциал вот именно в таких вот сдвоенных матчах. Скажите, но все-таки какие ресурсы сейчас нужно включить Рубону, чтобы защитить титул? Все-таки бронзовое место у вас прошлогоднее есть. И есть ли шансы? Ну, шансы сегодня на самом деле равные. Вы видите, и по счету это небольшой счет в сторону Гродно. Но я думаю, основная проблема это добавить в защитке, где мы проигрываем свои подборы. Главное, что по общим подборам мы еще впереди, но свои подборы проигрываем и не хватает быстрого прорыва. Совсем практически нету быстрых атак, и наверное, игра позиционная, она больше нас втягивает в эту игру. И здесь, наверное, только удача будет на тех, кто будет более надежен и точен. Поэтому надо точность наших атак. Сергей, благодарю. Желаю классно провести оставшуюся часть матча. Спасибо за обратную связь. Спасибо. Возвращаемся в игру. Первые секунды второй половины матча в атаке Рубон. Если вы смотрели наше включение в перерыве, сейчас хорошая атака. Алексей Качан забивает издали. Вплотную подобрался Рубон после первой же атаки к Гродно, но моментально отвечает Каляев тем же. Упустили Ивана под 45 слева, и вот такой обмен дальними бросками. И, в общем-то,
тех же позиций игра. Качан снова издали, в этот раз неуспешно, но посмотрите, в каком прыжке забирает отскок Сацук. Если смотрели включение, то услышали обратную связь от тренера Сергея Махманя, который сказал, что только скорость сейчас поможет Рубону удержать этот матч, потому что когда наступает вязкое позиционное нападение, конечно, против хорошо обороняющегося Гродно сложно Рубону достигать успеха. Но посмотрим, услышат ли игроки своих коучей и будет ли ускорение в матче. Кстати, в Гродно как раз очень здорово ускоряет темп игры Григорий Круг, который в первой пятерке сейчас не появился на площадке, но именно с его выходами нападение Гродно приобретает более острый характер. Здесь сейчас Качан сменил тактику, не стал даже так обозначать взгляд в сторону кольца. Но, в общем-то, и Каляев уже так ближе его опекал, понимая, что Качан опасен на периметре. В итоге нарушение, чтобы не пустить его к кольцу. А здесь Марселю Овсепяну фол нападения при попытке поставить заслон для Ткачука. Ну, кстати, вот Ткачук хорошо смотрелся в первой половине матча. Наконец он начал реализовываться себя в бросках издали. 2 дальних броска Эрнеста совершил точных. Сейчас Каляев атаковал. Ну, вот видим, здесь снайперская такая перестрелка между Качаном и Каляевым. Каждый выполнил по 2 броска, каждый забил по 1. Уходит мяч сейчас от Макса Сазонова. Макс тоже высказался между 2 половинами игры по поводу ситуации на площадке. Ну и так еще кулуарно скажу, что в некоторой степени обескуражен Гродно тем, какое сопротивление оказывает Рубон. Понятно, что у Гродно есть небольшие кадровые затруднения. Говорила, что не принимает в игре участие Макс Шустов и Павел Карасевич. Хороший пас, ну что ж, тут не получилось. Добитие реализовал Эрнест Ткачук. Извиняется перед Каляевым. Была там, наверное, небольшая стычка между игроками. Ну, случайно, естественно. В атаке снова Гродно. Мирошниченко проходит через лицо. Быстрее здесь на мяче оказался Сацук. Фолом награждается Сазонов, и при этом еще дается неспортивный фол. Для Макса это 4-е персональное замечание. Я помню, что в первой четверти он совершил 2 подряд фола, потом добрался еще одним. В итоге сейчас замена. Тимур Дрюков появляется на площадке, и Максима Сазонова Дмитрий Кузьмин временно убирает на скамейку запасных. Второй спортивный фол Максим Сазонов. Второй неспортивный фол для игрока, и согласно регламенту соревнований, в таком случае игрок не просто отправляется на скамейку запасных, а покидает зал. Еще одна потеря для Гродно, существенная потеря, так как Макс хорошо смотрелся в первой половине матча. 7 очков было его на его счету. При этом реализация бросков с игры 100%. Единственный промах был допущен им с линии штрафных бросков. Из 2 попыток он реализовал 1. Ну, вообще, в целом, штрафными бросками Гродно отдало 4 очка. И если бы ребята были точны, то и разница в счете была бы больше. У Рубона со штрафными все намного лучше. Из 7 попыток они забили 5. Это больше 70% реализации. По подборам у Рубона 24, у Гродно 22. Здесь, скажем так, паритет. Ну и команды очень сильно пересмотрели свои действия. И вот ошибок было намного меньше у Рубона за 2 четверти. 3. Здесь дальний бросок. Качан снова очень полезен на периметре. Но, кстати, у Алексея это основное, наверное, его оружие в арсенале. Дальний бросок. Здесь защищался
Ткачук против Мирошниченко. Пытался наводчик Андрей спасти этот мяч. Ну что ж, игра в третьей четверти не меняет своего накала. Перед тайм-аут для команд 42-40. Вперед с небольшим отрывом выходит Рубон. Марсель Асипян вводит мяч в игру. Мирошниченко против Ткачука. Ну, если мы смотрим матчи ВТБ с участием СМОКов, всегда говорим о американских дуэлях локальных, когда разные команды играют легионеры. Здесь здорово сейчас сыграл Виктор Овсепян. То вот здесь у нас в кубке баталии между украинцами. Вот как раз Мирошниченко против Ткачука. Тоже своеобразное такое выяснение отношений. 45-40. Вот этим броском Овсепян еще больше увеличивает разницу в счете в пользу Рубона. Играл Марсель против наводчика. Добивается Андрей того, чтобы Овсепян нарушил правила. Будет реализовывать штрафные броски. Точно Андрей при первом броске. Немножко сокращает разницу до 4 очков. А вот второй бросок не получается. У 98-го номера промах. Сачук ищет своего большого. Напас, но все-таки тут потеря. Мирошниченко хорош сейчас в атаке. Пускай с остановкой, но добивается успеха, реализовывает эту атаку для своей команды. 45-43. Ну что ж, нужно Рубону отвечать. Они хороший отрезок провели. Сейчас необходима качественная атака. Овсепян против наводчика. И Дрюков останавливает второго из братьев при проходе. Но вбрасывание будет из-за лицевой, так как нарушение было до начала шагов. На площадке вместо Ткачука появляется Данил Шибаев. Неудача при вбрасывании. Повторное вбрасывание будет для Рубона. И 14 секунд на атаку желтых. Пришлось сломать ход комбинации и включить Овсепяна на вбрасывание. Ну а здесь Шибаев здорово ускорился, взял на себя инициативу. Ну вот эта ротация между задней линией Шибаев-Ткачук хорошо сейчас работает. Но отвечает тем же самым плеймейкер Гродно. Сейчас как-то на маленьких игроках держится игра одной и другой команды. Именно они добывают очки. Шибаев, здесь размен произошел, и было преимущество, конечно, у Мирошниченко тем, что на отборе, на дриблинге мог он обокрасть Марселя. Здесь Качан не справился, не забил бросок, а Мирошниченко снова на своей волне, на драйве забивает. И
47-47. Ничейный счет в матче. Сыграна половина третьей четверти, и накал сохраняется, но немножко концентрацию, по-моему, утрачивает Рубон. Одновременно с ней и контроль над происходящим на площадке. Здесь Сачук атакует, нацелен был на отскок. Мирошниченко, ну, видимо, вот эти 3 рейда под кольцо все-таки отточили силы игрока, не отработал в защите, в итоге пропущенные 2 очка. Фол Марселю Овсепяну, смотрим. Второй фол для 21 номера. Ну а здесь на ваших экранах повтор от Шибаева. Классный проход, хорошая динамика. Вернулся на площадку Ткачук. Сейчас оба маленьких игрока на площадке у Рубона. Мирошниченко справа с Дрюковым. Потеря у Тимура. Ну что ж, Рубон, конечно, здесь включил все свои лучшие силы в игру. Надо цепляться. Хорошие шансы у команды. Конечно, более предпочтительны были в обзорах предматчевых шансы у Гродно, но мы видим, что непредсказуемо складывается матч. Рубон очень собранно играет, нацелен на то, чтобы побороться до конца, и третья четверть подтверждает намерение команды. Опережает сейчас аккуратненько Ткачук, быстро переходит от защиты к нападению Рубон. Здесь решается на дальний бросок Виктор Овсепян. Ну, не лучшее решение, прямо скажем, потому что здесь цена атаки очень высока. Вот в таких локальных микроэпизодах в третьей четверти вполне возможно может и решиться исход всего матча, и поэтому, конечно, должно быть как можно меньше неподготовленных бросков. А здесь явно даже команда к подбору была не готова, но тем не менее остается мяч Рубона, и замена. Появляется Илья Полоневич вместо Константина Сацука. Говорила, что вчера Полоневич хороший матч провел. Останавливал Виктора Овсепяна, аккуратник, зацепил его корпусом. В результате фол. Ну и видим, что не появляется пока на площадке у Рубона Руслан Пищейко, который вчера сделал дабл, ну, по очкам пополам не добрал, но я имею в виду, что двузначное число очков он набрал в матче. 21 оформил от себя в общекомандный счет. Ну вот как тренер Сергей Махань выразил идею, что, видимо, выдал в вчерашней игре весь свой максимум, и сегодня, к сожалению, пока у Руслана 0 в графе очки. Тем временем замена. Наводчик отправляется отдохнуть. Появляется Иван Каляев на площадке. Дрюков. Обостряет здесь Швакель, вынуждает сфалить. Смотрим, кому из игроков будет фол. Ну вот Рубон, в отличие от Гродно, обороняется лично. Это более затратный способ защиты, но, видимо, пока не готов Рубон поменять свою оборону. Есть еще силы, есть желание сохранять активную защиту, и, кроме того, ну, хотя у Гродно тоже были реализованные дальние броски. Не сказать, что периметр у Гродно не работает. У Дрюкова тем временем третий фол. И при счете 51-47 без атаки остается Гродно. 3 минуты 30 сыграть в третьей четверти. Круг против Ткачука. Никто не решается пока атаковать. Еще есть 13 секунд на атаку. Но вот здесь решили не спешить. Время на атаку истекает. Ткачук первой атаки не точен, но он же подбирает и все-таки добивается успеха против Крука. Блокшот Крук оформил против своего оппонента, но
успешнее был на подборе Ткачук и добивает этот мяч. Пробежку совершает Аккуратник. Да, медвежья услуга для своей команды. Пора и Гродно забить. Замена, естественно, следует со стороны тренерского штаба. Вместо Аккуратника возвращается Егор Потупчик. Прямо экстренно поднимается с скамейки запасных. Ну, нельзя упускать эти 2 минуты. Полностью согласна с решением тренера, потому что здесь должна быть максимальная концентрация. Полоневич издали забивает Илья. Мягкий, легкий бросок. Набегал Дрюков, но уже сделать ничего не мог. 56-47. Еще больший отрыв создает Рубон. Тайм-аут. Закончен тайм-аут. Еще совещаются, правда, игроки Рубона. Ну что ж, мы видим, что поднят со скамейки Шустов. Не ожидалось его участия в сегодняшнем матче, но видим, как обстоятельства складываются для Гродно. И лидер команды, как настоящий профессионал, вступает в игру, несмотря на то, что, наверное, самочувствие его далеко от идеального. Но по счету, конечно, Гродно сейчас в сложной ситуации, и Шустов на площадке. Посмотрим, появление лидера повлияет ли на исход поединка, но респект, несомненно, Шустову за то, что он сейчас вышел на помощь своей команде. Наводчик сейчас хорошо через центр забивает. Может быть, даже просто само присутствие Макса реанимирует командный дух. Шибаев сейчас ошибается, через руки отдавая пас. Потупчик быстрой атаки. Ну вот видим, что этот тайм-аут явно пошел на пользу команде. Нашел, наверное, нужные слова Кузьмин для своих подопечных. Кроме того, и Шустов появился, и сразу по счету Гродно сократили отставание. 56-51. Еще одна потеря, и наказывает Мирошниченко. Он в быстром отрыве. Ну, явный спад сейчас у Рубона. Тут нужно было дотерпеть 2 минуты до конца третьей четверти. И весь свой очковый запас потратили в течение полуминуты. Виктор Овсепян сейчас атакует. Ну, сейчас усилиями 2 братьев состоялась атака у Рубона. 58-53. Последняя минута игры в третьем периоде остается нашему вниманию. Галяев с мячом. Шустов не обостряет. Ну, нужно согреться. Все-таки столько времени провел Максим на скамейке. Нарушение, и Максим отправляется на линию штрафных бросков. По 5 командных фолов у одной и другой команды. И здесь, конечно же, даже видим, не знаю, попало ли это в кадры, как Шустов согревает ладони. Ну, можете себе представить, насколько это для игрока сейчас ситуация такая, что нужно быстро входить в ритм игровой. Промахивается Макс в первой попытке, подбадривают его партнеры, понимают, что не так сложно забить. Вторая попытка также неудачная. Ткачук тем временем с мячом.
нашли свободного Кочина. Ну вот сбился прицел у Алексея. Потупчик очень быстро сейчас. Ткачук забирает мяч, и это приводит к тому, что Каляев совершает пробежку, так как, Потупчик совершает пробежку, задержал Ткачук мяч, и так как владение все равно приписывается в этом эпизоде обоим игрокам, и пробежка у Потупчика. Не часто такое увидишь, конечно, но интересный момент. Здесь неудобный был пас для приема Ткачуку, и скучно стояли игроки. Шустов издали и точен, что называется, на классе сейчас забивает Шустов. Ввел в заблуждение, наверное, своим промахами со штрафного. И Ткачук здесь просто здорово в этом моменте снова берет на себя инициативу. 61-56. Вот с таким счетом команды проведут последние 2 минуты передышки перед стартом 4-й четверти. Ну что ж, всех нас игроки держат в напряжении. Сейчас время поработать тренерским штабам и ждем возвращения команд. Дорогие друзья, уважаемые болельщики, напомню вам, что у нас проходит голосование на лучшего игрока Кубка Беларуси. Голосование проходит, также приобретали билеты по 5-му сектору. Друзья, каждый из вас может подойти и оставить имя понравившегося игрока. Последние 10 минут матча. Команд настрой, я думаю, сейчас на максимуме. Игра очень интересная, плотная. 61-56. Пока впереди Рубон. Мы видели, как часто счет менялся в игре. Сейчас в атаке Гродно. Наводчик через центр проходит. И несмотря на то, что и Виктор Евсипян находился рядом, Ткачук вышел на подстраховку, все-таки забивает. И вот вам, пожалуйста, еще и попадание от Евсипяна. Ну, несомненно, кураж присутствует у игроков Рубона в самом положительном смысле этого слова. Проверили они на прочность уже Гродно всеми способами. Но у Гродно есть характер, и здесь, я думаю, не будут они так просто отдавать этот матч. Мирошниченко сейчас забивает с дистанции 64-60. Евсипян не стал сейчас уже атаковать. Полоневич против Потупчика. Меняет направление. Не забивает, но есть, конечно, преимущество на подборе. Справляется Виктор Евсипян с задачей, подбирает и доводит эту атаку до логического завершения. 66-60. Оставляют одного Мирошниченко, но сейчас Макс не точен. Полоневич сейчас здорово отработал на подборе, хотя не ему припишут этот мяч, но смог он выцарапать у Каляева в высоком прыжке. Здесь Марсель Евсипян теряет мяч. Ткачук останавливает эту атаку. Здесь Эрнесто надо безэмоционально принять это решение судейское, потому что помним, как вчера для него закончился матч. Спортивный фол, затем технический, удаление из зала. А то какую пользу сейчас и какую роль играет Ткачук на площадке? Все-таки фол не спортивный. Надеюсь, хватит у игрока самообладания, чтобы не впадать в полемику с судьями. На ваших экранах сейчас Максим Мирошниченко выполняет штрафные броски. Промахивается Максим.
Здесь есть болельщики, которые так активно поддерживают Рубон. Но несмотря сейчас на их возгласы, забивает Максим 66-61. Но времени достаточно для того, чтобы быть в игре. Каляев с мячом. Мирошниченко здесь не точен при передаче, но уходит мяч все-таки от игроков Рубона в аут. И 3,8 секунды на атаку. Должен быть короткий. И Мирошниченко здесь организовал сам эпизод. Забивает Ткачук. Посмотрим, как сейчас судит. Ткачук мог, конечно, изобразить то, что это все-таки будет бросок, но, вероятно, поздно уже услышал свисток, а мог, в общем-то, здесь режиссировать ситуацию в свою пользу. Все-таки вбрасывание из-за лицевой. Заслон от Марселя Овсепяна. Полоневич под 45. И Илья здорово забивает. Сегодня все отлично складывается с дальними бросками. Уже практически каждый игрок Рубона забил из-за дуги. Справляется здесь Шустов с гиперопекой. И Каляев проходит к кольцу, забивает. Еще будет эндван. Будет бросать Иван со штрафа. Ну, видим, что очень агрессивно в защите сейчас и Рубон, и Гродно выглядит. Тут судьям тоже тяжелая задача, как справиться с тем, что игроки гораздо более агрессивно сейчас играют в защите, не перевести этот матч в гладиаторские бои, но команды, конечно, полностью понимают, что хочется добыть медали. Марсель Овсепян издали, и посмотрите, забивает. Тут просто еще один дальний бросок. Я думаю, Гродно под впечатлением от того, какой град атак сыпется на них из-за линии 3 очков. Шустов отвечает, сейчас Макс не забивает. Забирает Мирошниченко на подборе, включается в атаку. Потупчик из угла, не точно. И фол Марселю Овсепяну, но здесь внимание, конечно, приковано сейчас к его брату Виктору Овсепяну. Скорее всего, травмировался игрок в этом эпизоде, и видим, что показывают игроки, что остается в игре Виктор. Конечно, его уход с площадки сейчас был бы очень критичен для команды. Все-таки замена. Руслан Пищейко входит в игру. Уже не хочется повторяться, но для Руслана сейчас такой своеобразный индивидуальный вызов. Нужно подтверждать свое реноме. Очень классная игра вчера, сегодня не складывается пока. Но вот сейчас интересы команды требуют возвращения в игру. Забивает наводчик. Ну, Шустов включился в матч, приносит пользу команде. Почему бы не сделать этого? Пищейко. Полоневич сейчас обидно ошибается при передаче. Сацук чистенько сыграл. Забрал у Потупчика этот мяч. Ну что ж, Сацук издали забивает. Сегодня какой-то феноменальный процент, потом итоговый будет команды. Я думаю, что они поставили рекорд командный по проценту в атаках издали. Мирошниченко пробует сейчас сыграть индивидуально, промахивается. Ну вот просто радует игра Рубона, здорово. То, что Полоневич сейчас находит даже так легко и скрытый пас отдавать. Здорово смотрится Рубон 77-67 плюс 10 и очередной тайм-аут.
не говори. Видите вы повтор момента, когда Мирошниченко использовал в качестве подспорья корпус игрока, защитника команды. Здесь такое подобие пробежки того же Мирошниченко. Промолчали судейские свистки. Брюков издали из угла. Классный подбор в исполнении Ткачука. Просто вот NBA-евская картинка сейчас была на ваших экранах. Тимур Брюков. 4-й фол. Алексей Качан вводит мяч из-за боковой. Ровно половина остается командам сыграть. Хороший гроссмейстерский пас на Марселя. Не забивает он, но безупречно сейчас. Очередная атака издали. Сацук забивает. Ну, очень разнообразная, вариативная игра. Сейчас Рубона. И, кстати, появились вот эти скорости, о которых говорил Махань, что нужен прорыв. Вот очередной прорыв. 3 против 2. Ну, я не знаю, игроки настолько тут, ну, может быть, излишне уже декоративный пас был в исполнении Ткачука и смазанный прорыв. Вот, кстати, любая потеря концентрации, игра уже на публику может повредить Рубону. Еще долго играть. И Гродно не та команда, которая просто так поддастся и рассыпется. Спорный мяч. На площадке изучается Григорий Крюков, начинается команда «Белорус». Ткачук с мячом. 87-67 максимальная разница в матче. Плюс 13 за 4:35 до конца всей игры. Ткачук с мячом. Еще одна атака издали. Сейчас не точно. Мирошниченко набирает скорость. Выводит наводчика на дальнюю атаку. Да, были бы, конечно, вот эти очки сейчас для Гродно просто как воздух необходимый. Кстати, только задавалась вопросом, почему же не появляется на площадке Круг, который заметно ускорял игру Гродно. И вот Григорий на площадке. И свой выход он оформил тем, что нарушил правила на Ткачуке. Убирает с площадки сейчас Ткачука Байдаков. Видно, что излишне эмоционален уже лидер и плеймейкер Рубона. Ищейка сейчас в атаке. Еще один заход. Подбор лежа в исполнении Марселя. И эту атаку довел до ума Качан. Мирошниченко нашел пас на Дрюкова. Шибаеву, я думаю, будет фол. Да, в отбор он шел. Смотрим по фолам. Пока по 3, но 4-й фол командный для Рубона. И 3-й для Шибаева. Смотрим этот момент. Атака Рубона. Забивает Качан. По-прежнему лично обороняется Рубон. Видим, готовы они к вбрасыванию. Круг не рискует атаковать. Проходит через центр, завершает сам. Близок был наводчик к тому, чтобы забрать этот мяч на подборе. 6 секунд на атаку у Гродно. Совещание небольшое между судьями. Круг вводит мяч в игру. Мирошниченко против Шибаева.
Наводчик снова попытка издали. И вот сейчас у Андрея все получается. 82-70. Плюс 12 у Рубона. Шибаев начинает атаку для своей команды. Овсепян. Против него Наводчик. Шибаев помогает проходом, не забивает, но вынуждает Мирошниченко фалить. Ну, мне всегда нравится, когда кто-то спасает игрока, у кого замерла атака. Сейчас Овсепян был просто в безвыходной ситуации. И Шибаев в ущерб тому, что именно он прикрывал быструю атаку, всегда страхует защиту, но его выход в зону, предложение себя под мяч вот сейчас дал развитие атаки, и забивает он первый свой штрафной. И в первом случае промахнулся, второй штрафной забивает. Возвращается Эрнесто Ткачук. Наводчик. Высоко, пока далеко от кольца. Мирошниченко заводит мяч в защиту, сохраняет крюк. Пас на Каляева. Последние секунды, нужно атаковать. И Каляев промахивается. Дрюков пытался спасти этот мяч. Но Сирена останавливает атаку. Хорошо сейчас защищались игроки Рубона. Ткачук с мячом. Марсель атакует, и просто сумасшедшая результативность для центра. Третья подряд точная атака из-за дуги. Сам не верит игрок в свое сегодняшнее выступление. Максимальное количество минут проводят на площадке братья Овсепяны. Если в задней линии хоть какая-то ротация присутствует, то два больших, 21 и 14 номер, Виктор и Марсель Овсепяны, просто незаменимы, не покидают площадку. Ну и вы видите, какой драйв, кураж у игроков. Молодцы ребята сегодня. Забивает Марсель еще 2 очка. 14 очков на счету у Виктора, 15 очко набрал Марсель, еще и оформил перехват, забивает Ткачук. В общем-то, разгромный счет уже для Гродно, плюс 20 за 2 минуты до конца. Наверное, интрига все-таки уже исчезла. Мирошниченко в проходе не забивает, но я думаю, что этот матч просто стал украшением этих 2 дней. Мы, в принципе, все делали ставку именно на игру за бронзу, и она полностью оправдала наши ожидания. Отличный перформанс в исполнении обеих команд. И та, и другая команда испытывали определенные трудности, но мы видим, насколько просто заряженность Рубона на борьбу и просто невиданный процент при бросках с периметра. Ну и сейчас, я думаю, сейчас просто происходит борьба между Овсепянами, кто из них больше забьет в этом матче. И сейчас и Виктор отметился из-за дуги. Гродно должны, я думаю, все-таки что-то продемонстрировать. Но в любом случае, 2 команды находились на площадке. Именно игроки той и другой команды доставили нам удовольствие своей игрой. Дрюков сейчас забивает. Этот бросок говорит о том, что у Гродно тоже есть классные исполнители. Ну, минута остается игры в этом матче. Ну что ж, уже можно поздравлять с тем, что защитили ребята титул. Остаются они на 3-й строке. Вот сейчас эйрбол. Это было бы уже совсем, наверное, таким забрасыванием в кольцо. Мирошниченко сейчас промахивается. 43 секунды остается. Не забываем, что сейчас нас ждет матч за золото между командами Борисфен, хозяевами турнира, и Смоки Минск, которые выступают в составе со своими топовыми игроками.
которые еще не принимали участие в чемпионате, но в Кубке они будут защищать честь команды. И в 15:30 начнется эта игра. Команды уже разминаются, готовятся к матчу. Приглашаю вас обязательно быть в нашей трансляции, наблюдать за тем, кто же станет обладателем главного титула, обладателем Кубка Беларуси среди мужских команд. Тем временем Ткачук выполняет штрафные броски. Промахивается Эрнест. 15 очков пока в его активе. Но именно с его дальних бросков, попаданий начался отсчет вот этого просто грандиозного процента из-за дуги. Тимур Дрюков. Наводчик здесь свободно забивает. Ну и какого резона Кочану уже бороться за то, чтобы ценой фола останавливать этот бросок, не было. Что ж, досрочно начинают игроки Рубона праздновать свою победу. 4 секунды остается на атаку, истекает. Поздравляем, Рубон. Отличная работа. В целом, благодарим команды за красивый, классный баскетбол, за то, что в это предновогоднее время порадовали болельщиков хорошим, качественным матчем. Ну и ожидаем последнего итогового матча. Видим, что команды обмениваются рукопожатиями. Матч окончен. Матч чемпионата стартует 9 января. Будет у команд время на то, чтобы и отдохнуть, и отпраздновать, и проанализировать конкретно эти матчи. Еще раз слова поддержки Гродно и поздравления Рубону. Отличная игра. Ожидаем следующий матч. Я временно с вами прощаюсь и жду вас в эфире. Но у нас еще будут небольшие включения после матча. Вы, пожалуйста, посмотрите, потому что самая непосредственная связь, непосредственно после матча, я думаю, будет очень ценной. Сейчас Руслан Байдаков, тренер Рубона. Ну что ж, поздравляю. Отличный матч. Как эмоции сейчас? Какие чувства? Я думаю, что у меня и у всех ребят зашкаливают эмоции. Спасибо болельщикам, которые сегодня в Могилеве тоже поддержали нас. И мне кажется, что мы их не разочаровали. Слава Богу, что вышло так, как вышло. Нам повезло сегодня больше. Будем пока относить это к везению. Я думаю, что здесь еще скажешь? Ну, я думаю, такой процент попаданий из-за дуги – это не везение, это какой-то драйв. Ну, классный перформанс, спасибо. Наконец-то раскрылся Ткачук. Что скажете конкретно об этом игроке? Ну, я думаю, что сегодня он сделал то, чего от него все ждут, и то, чего от него ждали. Он наконец-таки вышел с пике вот этих травм, да, болезней. И сегодня он был Ткачуком. Наконец-таки, но мы нашли сегодня, я думаю, что нашел просто какие-то правильные слова в раздевалке. Перед игрой нашел раздевалки и на тайм-аутах что-то, то, что ребят, ну, вроде как вдохновило, да, воодушевило на столь... Ну, сегодня, на мой взгляд, сегодня мы со своим составом действительно сделали нечто невообразимое. Да, конечно, процент зашкаливал, но вот интересно, вчера сыграл Пищейко, сегодня Ткачук, а что будет, когда они оба будут на уровне? Тогда мы будем на равных, стабильно будем играть с этими игроками, но пока
никто, и они сами, и я прогнозировать это не могу, потому что у меня сегодня не только Ищейка вылетел, у меня вылетел еще ряд игроков, но, к большому счастью, видно, после большого перерыва что-то нашел, что-то сказал и угадал с первой пятеркой в начале третьей четверти. Она вышла очень удачно, задала тот тон, вышли на площадку те ребята, которым я доверял, и они, ну, вроде как, мы что-то нашли между собой, и получилось то, что получилось. Поздравляю еще раз с победой, хорошая работа, празднуйте, ну и потом возвращение в чемпионат. Всего хорошего. Спасибо. С нами сейчас Виктор Овсепян, один из братьев, которые, наверное, провели огромное количество минут на площадке. Вообще, что сегодня было с процентом? Это что-то феноменальное, невероятное. Сегодня просто очень хотели выиграть. Этой победы ждали очень давно, потому что мы же, как уже было, мы третье место уже один раз занимали, только чуть иным составом. Сейчас у нас, конечно, состав где-то лучше, где-то хуже в позициях, но мы сегодня показали, я думаю, достойную игру, что в нападении, что в защите. Наверное, оттолкнулись от того, что были небольшие проблемы в перерыве, в первой половине были проблемы. Мы с командой где-то в раздевалке где-то решили свои проблемы, вопросы и вышли на вторую половину, уже поддерживая друг друга. И за счет нашей защиты, которая была более-менее сегодня хорошая, пошел процент попадания. Потому что защищавшись, когда ты перехватываешь на эйфории, идет потом очень хороший процент попадания. Как думаешь, вот эта победа в Кубке, ну, матче за бронзу, зарядит ли вас дополнительно на вторую часть чемпионата? То есть вы сегодня прочувствовали свою командную мощь совсем по-другому? Я надеюсь, что так оно и будет, потому что чемпионат будет же дальше продолжаться, я надеюсь. И будем где-то добавлять, потому что в любом случае эта победа, я думаю, для нас была сегодня заслуженная, потому что мы очень долго к этому шли. Ну что ж, поздравляю, спасибо за обратную связь и удачи в дальнейших матчах. Ну что ж, настолько сегодня впечатлила игра Рубона, что уделим время еще одному игроку, Эрнесту Ткачук, который сегодня, в общем-то, наконец раскрылся по-настоящему. Как вообще оцениваешь свою игру сегодня? Не знаю, нормально. Больше я оцениваю, наверное, не свою сегодня игру, а игру команды. Мы наконец-то сыграли так, как должны были. И я надеюсь и верю в то, что в дальнейшем мы теперь будем показывать только такой баскетбол. А о своей игре ничего не хочу говорить. Ну, благодарю за скромность. На самом деле давно за тобой наблюдаю и очень рада, что потенциал он виден невооруженным взглядом, не все получалось. Но вот сегодня наконец пошли броски из-за дуги, и как плеймейкер ты здорово вел команду. Я думаю, что задел хороший. Все-таки как чувствуешь себя в белорусском чемпионате? Вот ты новобранец команды Рубон. Не знаю, чувствую себя, наверное, как дома. Мне все нравится. Команда супер, чемпионат тоже хороший. И опять же, наверное, хочу повториться. Надеюсь, что это не последняя победа. Очень приятно то, что мы сегодня выиграли такую важную игру. И надеюсь, что в чемпионате мы еще покажем себя. Поздравляю с первым титулом. Все-таки обладатель Кубка бронзового места. Это тоже весьма достойно. Ну и удачи после небольшого отдыха в чемпионате. Спасибо. До свидания.